Добрый вечер. Я Батал Чкаду, один из основателей общественного движения Апсварымч. Это мое первое видео, в котором я хотел бы поделиться своим мнением на тему «Самая вредная инициатива за последнее время. Языковой законопроект Бадры-Гумба». Эта инициатива не просто политическая ошибка. Это исторический абсурд, позор и прямая капитуляция власти перед угрозой растворения нашей идентичности. Президент фактически хочет узаконить поражение абхазского языка в собственном государстве. Подумайте, до чего мы докатились. Президент официально делит граждан нашей страны по этническому признаку в вопросе знания государственного языка. Он заявляет, что абхазы обязаны знать свой язык к 27 году, а гражданам других национальностей дается поблажка. Это официальное признание власти в собственной несостоятельности и полной политической бесполезности. Давайте дадим этому честную историческую оценку. Помните сталинско-бериевские времена, когда абхазские школы закрывались, наш алфавит насильственно переводили на чужую графику, а наш язык пытались стереть из истории. Также вспомним 1978 год. Абхазский народ восстал, требуя защиты своего языка и своей автономии. Национально-освободительное движение рождалось из борьбы за право говорить, писать и думать по-абхазски на своей земле. Задайте себе вопрос, за что проливали кровь наши ветераны в Отечественной войне народа Абхазии. Они и Владислав Григорьевич Арзамас строили суверенную республику, где государственность и абхазский язык неразрывны. Наш народ отстоял Апсны в огне войны, чтобы через 30 лет независимости собственная власть признала. Мы не смогли за 5 лет создать условия для изучения языка. Поэтому давайте подождем еще 5 лет. Напомню, с момента принятия закона в 2021 году у чиновников было время. Они палец о палец не ударили. Полностью провалили языковую программу, а теперь пытаются прикрыть свою лень абсурдными отсрочками. Вместо того, чтобы мобилизировать все ресурсы, открыть бесплатные курсы, профинансировать школы и жестко требовать уважения Конституции, нам предлагают торговать государственным языком ради сиюминутного политического спокойствия перед парламентскими выборами. Итак, коротко и по сути. Если ты хочешь быть депутатом, если ты претендуешь на право писать законы Апсны, представлять ее народ и решать его судьбу, ты обязан знать абхазский язык. Здесь и сейчас. Без скидок на национальность, без деления граждан на первый и второй сорт. Язык – это фундамент нашего суверенитета. Если кандидат не уважает Конституцию, не способен выучить язык страны, которой хочет управлять, ему нечего делать в парламенте.